Здравствуйте, меня зовут Хуан Илья Владимирович. Я преподаватель, тренер по тэквондо. Являюсь двукратным чемпионом мира, 8-кратным чемпионом Азии, многократным чемпионом Казахстана. Внутри нашей страны у меня есть спортивное звание, это мастер спорта международного класса. Также я аттестован Международной федерацией тэквондо как международный инструктор. Имею 4-й дан, это черный пояс. Спортивный стаж мой составляет более 23 лет и тренерский стаж 10 лет. Я пришел в тэквондо в 4-летнем возрасте. Мой папа являлся же первым тренером, одним из первых тренеров моего родного города. И постепенно, потихоньку я начал втягиваться, мне стало это очень интересно. То есть в тэквондо для детей, особенно раннего возраста, есть все, чтобы очень гармонично и очень здорово развиваться. Я имею в виду очень много активности, это воспитывает дух, это воспитывает чувство коллективизма, и появляется много друзей, видишь разные города, страны. Это все такой очень кропотливый труд, но очень интересный. Вы знаете, я с 6 лет начал выступать на соревнованиях, это моя первая медаль была. В 9 лет я себе поставил цель, что я хочу стать чемпионом мира. Понятное дело, в силу возраста не сильно осознавая, что это вообще, каким образом достается. На своем опыте начал какую-то свою новую дорогу прокладывать. Тэквондо и ТФ подходит одинаково и для мальчиков, и для девочек, и вне зависимости от возраста, то есть можно начинать в раннем школьном возрасте, с 4 лет даже. Некоторые группы создают 3-летние. У кого-то интерес к тэквондо просыпается уже в более зрелом возрасте, то есть кто не планирует даже выступать на соревнованиях, отлично подойдет. Немало примеров, когда дети приходили в возрасте 13-15 лет и становились даже чемпионами мира по взрослым. Благодаря моему спортивному опыту я удостоился заниматься у очень квалифицированных тренеров, которые воспитали у нас много чемпионов Азии, чемпионов мира. То есть благодаря их методике у меня есть опыт в международных занятиях, то есть в других странах, когда я занимался с другими сборными. Мое видение тренировок, то есть в моей авторской методике, это больше направлено на разностороннее развитие. То есть различные упражнения, новые двигательные движения для детей, они лишь только увеличивают арсенал тэквондиста. То есть помимо основы, помимо базы, которая обязательна для всех тэквондистов. Как вы знаете, возможно, у нас есть система поясов, то есть оценивающийся уровень спортсмена. И благодаря таким аттестациям, которые проходят минимум 2 раза в год, спортсмен может достигать новых целей, в первую очередь для самого себя. Занимающийся тэквондо приобретает такие навыки, как я считаю, очень полезные в современном обществе. Это гуманность, это дружба, это уважение к себе в первую очередь и к окружающим людям, к окружающей среде. Наверное, я бы сказал, что это отличный способ выйти эмоционально на новый уровень. Я имею в виду, если ребенок, человек немного зажатый, скромный, то спорт и тренировки, они помогают ему раскрыться, безусловно. Видеть возможности своего тела, воспитывать свое тело, тренировать свой ум, мозг. То есть тэквондо — это ациклический вид спорта. Ты каждое последующее движение не можешь предугадать. Тебе нужно научиться принимать быстрое решение, что, несомненно, помогает в учебе. Почему, допустим, многие родители делают выбор в пользу единоборств. Оттачивание одного приема, оно выполняется много тысяч раз. То есть неусидчивый, например, ребенок учится уделять больше внимания таким вещам, маленьким вещам, да, возможно, еле заметным, чтобы достичь своего совершенства. За мой тренерский стаж, за мои тренерские годы было воспитано много чемпионов Казахстана, призеры Азии, чемпионы Азии, призеры мира. Чемпион мира, мальчик в 16 лет стал в командном соревновании чемпионом мира. Это был 16-й год. Самая главная часть, по-моему, любого спорта – воспитание стрессоустойчивости, скажем так, к различным ситуациям. Те спортсмены, которые добивались больших успехов, у них самый тяжелый путь был. Просто они не сдались.
И, соответственно, проигрыши случаются, и у меня они были. Любой проигрыш – это возможность задуматься и выйти на новый уровень, чтобы такого больше не повторилось, то есть провести работу над ошибками. Уважаемые ученики РФМШ, я приглашаю вас на свои занятия по таэквондо. Приходите, это будет весело, это будет интересно. Я смогу передать свой опыт и свои знания вам. Вы увидите, на что способно ваше тело, научитесь себя защищать, почувствуете себя более уверенным и расширите круг своего общения.